Интервью с вами – это очень непростая история. Если бы мы были с вами в другом веке, я бы сейчас вызвала вас на дуэли. Не обидно, когда говорят безголосый Элвин Грей? Да ради бога, пускай Ради бога. хоть что говорят. Хау Болагов. Хау Болагов. Не за интервью спасибо, за ваше сердце. Дэвид Браун из группы «Браззавиль». Первое, о чем я хочу вас спросить, это, конечно, о названии группы. Почему «Браззавиль»? Каждый, кто когда-нибудь создавал группу, прекрасно знает, как сложно придумывать названия. Мне тоже трудно было. Не помню все точно, но я написал кучу названий группы и принес этот список моей девушке, с которой тогда встречался. И она сказала, что все они ужасны, и друзья тоже так отреагировали. Ну и однажды я читал газету, статью о гражданской войне в Республике Конго. Браззавиль – столица Республики Конго. Да, бывшая колония Франции. Статья была о военном перевороте в Конго. И в статье было написано «Браззавиль» и название информационного агентства ТАСС. И тут меня осенило, вот оно, то самое название – Браззавиль. Такое интересное слово, оно так романтично звучит, словно вызывает какие-то приятные воспоминания. В то время в Лос-Анджелесе жил один парень. К сожалению, его сейчас нет в живых. Его звали Джо Фрэнк. Он был классным, все время рассказывал интересное, вел передачу на радио. Ну, и я позвонил ему и сказал: «Слушай, Джо, я сейчас задам тебе один вопрос. Ты скажи только «да» или «нет». Название для моей группы — «Браззавиль». Повисла тишина, и он сказал: «Да, мне нравится». Но вы никогда не были в Конго? Еще нет. А вам бы хотелось? Да, конечно. Tiny new plane and a bed. Вы родились в Америке. Знаете, очень многие люди мечтают переехать в США, потому что думают, что там выше уровень жизни, больше возможностей, больше денег. Так считают в том числе и музыканты, потому что в США очень развита музыкальная индустрия. Но вы родились в Америке, собрали там группу, а потом переехали в Европу, в Барселону. Зачем? На самом деле я никогда не делал что-то нормально. Меня отчислили из школы, когда мне было 16. Меня вызвали к директору и спросили: «Дэвид, что-то тебя не было видно на обеде сегодня». И я такой: «Ну да». А директор продолжил: «В общем-то, я не видел тебя на обеде весь год, а я каждый день просто сбегал оттуда». И, в общем, мне сказали, что возвращаться не нужно. Ну что ж, ладно. Вообще все в жизни, и увлечение музыкой тоже, я сам всему выучился. Ну и всегда все делал странным образом. У меня было такое чувство. Я играл в каждом клубе в Лос-Анджелесе по миллиону раз. И что произошло? Я приходил туда и забывал, что я делаю, зачем я это делаю. Я играл там ради денег. Я играл там по множеству неверных причин до тех пор, пока не понял, что не хочу этим больше заниматься. Я хочу заниматься музыкой, потому что мне именно это и нравится. И поэтому я переехал в Барселону, переформировал группу и снова начал играть. Просто потому, что я люблю музыку. Не ради чего-то. И так оказалось даже легче. Хотя Лос-Анджелес, он как будто создан для бизнеса. Музыкального, кинематографического, телевизионного. И мне нравится там. Я приезжаю туда каждый год, но жить больше нравится здесь. Но вы по-прежнему чувствуете себя американцем?
Да, но в частности жителям Лос-Анджелеса, потому что это все-таки немного другое. Я жил и рос практически в центре города, что не очень обычно, потому что я белый. Being white, especially. Oh, I see that. But maybe it would be better to stay in the United Но все же, может быть, стоило остаться в Штатах, чтобы достичь чего-то большего в музыке. Все-таки там больше возможностей и больше денег. Musical career there, more opportunities, more money. Well, I mean, to be honest, I don't Честно говоря, really мне care все about равно, that stuff. потому что у меня сейчас тоже есть бизнес, даже два. Хотя я никогда не думал о том, чтобы вести дела. Но сейчас у меня компания, которая занимается микрофонами. «Союз» в России. Я открыл еще одно, называется «Тула». Тула? Как русский город? Да, именно так. Но ничего общего с Россией не имеет. Вы что-то создаете, производите? «Союз» полностью в России. А Тула находится частично в Швеции, Сан-Франциско, несколько фабрик в Малайзии. То есть это музыкальное оборудование. Это дизайн микрофонов для всех. И не только дизайн, но и качественный звук. Но что касается музыки, я вижу это не как развитие моей карьеры, а больше как то, что когда я играю, у меня есть возможность помочь людям забыть о своих проблемах. И я наслаждаюсь каждым выступлением, когда я думаю в таком ключе. Много лет я думал, что хочу славы, денег. Были такие типичные желания. Но прошло много лет, я осознал, что это все не то. Гораздо важнее помогать кому-то создавать что-то. Есть песни, благодаря которым я пережил трудные времена. Когда я был подростком и далее в жизни, они правда помогали мне, когда я чувствовал себя совсем одиноким во всей вселенной. Вот что важно. Получается, вы не профессиональный музыкант. Я имею в виду без музыкального образования. Вы не учились играть на каком-либо инструменте. То есть музыкант-самоучка. Я учился играть на саксофоне некоторое время. И даже выступал немного с Беком Дэвидом Хэнсоном. Но по большей части я самоучка, да. Моя бабушка поэт, и она оказала огромное влияние на меня, на слова к песням. В начале карьеры в Браззавилле, когда я писал что-то новое для группы, я всегда звонил ей. Это было похоже на проверку, подходит ли строка или нет. У нее было лучшее чувство слога, чем у всех, кого я когда-либо знал. She had the best sense of verse of anyone I've ever known. An interesting fact you told about your grandmother. I wrote that. Вот вы упомянули о своей бабушке. Я слышал, что ваши бабушка и дедушка не американского происхождения, что они из Белоруссии. Territory close to Russia, Belarus. Is that true? Да, это так, по маминой линии. Та, о которой я сейчас рассказывал, она по папиной линии, и она из Канады. А та бабушка, о которой вы говорите, она, да, переехала из Белоруссии. Я приезжал к ней в город в этом году, кстати, просто потому, что хотел увидеть, потому что никто из моей семьи туда не ездил. А мой дедушка родился где-то в Западной Украине, неподалеку от Чернобыля, но вырос он в Нью-Йорке, потому что они переехали, когда он был маленьким. Бабушка переехала позже, поэтому разговаривала по-английски с небольшим акцентом. Значит, у вас есть славянские корни? Еврейские. Еще бабушка умела играть на балалайке. А вы когда-нибудь пробовали играть? Нет. Это очень интересный инструмент. Некоторые балалайки стоят больше, чем самые дорогие гибсоновские гитары. Круто. Вы часто бываете в России. Россияне любят вас и вашу музыку. А вы чувствуете какую-то особую связь с нашей страной? На самом деле, да.
Русская народная музыка, даже шансон, в общем, вся русская музыка мне нравится. Песни Аллы Пугачевой тоже. Вы знаете Аллу Пугачеву? Да, я очень люблю некоторые ее песни. А вы слышали русскую музыку до того, как впервые приехали в Россию? Нет, никогда. Забавно замечать, как различная музыка перекликается. Русская последовательность аккордов, мелодий, иногда даже звучание голоса меня притягивает. Love, the great surrender, her arms so warm and tender, a highlight that you follow has left you sad and hollow. Oh, Selena глаза такси. Для американца довольно необычно работать с русскими музыкантами, но вы сотрудничаете, и у вас есть несколько проектов с известными российскими певцами и музыкантами. Например, проект «Учпачмак». Чья это была идея? Это придумала Земфира. Она написала мне с предложением сочинить английские тексты и спеть эту песню. Ну и я согласился. Я читал ваше интервью 5-летней давности. Вас спрашивали про этот проект и про Земфиру, но вы тогда сказали, что не знаете ее. Это было секретом на тот момент? На самом деле, я не очень с ней близок. Мы познакомились, когда записывали эту песню, но мы не друзья. А знаете ли вы, что она из Уфы? Да. Мы гордимся ею, потому что она одна из самых известных и популярных музыкантов России. Да, она хороший музыкант. Моя любовь такая умница, за меня молится, вас целуется. Моя любовница такая умница, за меня молится, вас целуется. Вообще, я зачем спрашивал про русскую музыку? Учпачмак, Земфира, Кино, Михаил Боярский, Женя Любич и многие другие. B2. Би-2, Brainstorm, Латвия. Brainstorm, да, они из Латвии, но мы настаиваем, что они наши друзья, наши братья. Хотя, к сожалению, наши страны, политики не в лучших отношениях на данный момент. Похоже, вам нравится работать с российскими музыкантами. Да, это правда. Они талантливы? Да, я никогда не делал того, во что не верю. Я много чему говорил «нет». Но если музыка классная, неважно, русская она, американская или испанская. Земфира, например, очень талантлива. Но тогда почему российские музыканты не так известны за границей, в Европе или в США? Возможно, это связано с языком. Потому что, когда они поют по-русски, это очень по-настоящему, искренне. Если, например, я буду писать песню на русском, она не будет хороша, потому что это не родной язык. Написание текстов требует искусности. Нужно многое донести в определенный промежуток времени. Каждая строка должна говорить о многом, если ты пытаешься рассказать историю или что-то такое. Я думаю, главная причина популярности, например, группы «Кино» в том, что люди любят ее с точки зрения музыки.
But you took only the music because, У вас в репертуаре есть you wrote музыка Цоя, но вы that взяли song только about your мелодию, потому что mother. слова написали на английском о своей матери. And, Да. Have you ever tried to, Но вы когда-нибудь пробовали написать write песню на some русском? Russian, maybe? No. Never. Нет, я даже и не собирался. Я говорить-то по-русски не I умею. can't even really speak Russian, let alone write a song. And But you Но вы же speak говорите a- немного. a little bit, yeah. I speak a little bit, like a little. Ну, совсем 2-year-old немного, child как or something. двухлетний мальчишка. To write a song. Но чтобы написать песню, нужно владеть языком. Может, я I бы mean, и maybe I написал could в сотрудничестве с co-write it with кем-то. the Russian speaker. So, do you know that our region, Republic of Bashkortostan, А вы is a знали, region что в нашем that is регионе, в populated Республике by more than Башкортостан, проживает 100 более чем 100 nationalities? национальностей? Really? Yeah, Вау, really. серьезно? But major nationality is Bashkir. Have you heard about? Да, но республикообразующий этнос — это maybe you башкиры. know Может быть, вы words знаете in пару слов Bashkir? по-башкирски? Oh no, Never? I don't. Wait a minute. Нет, конечно. Но, возможно, слышал. kinda Мне similar. кажется, он немного похож на A little bit турецкий. similar. Да, немножко A little bit. похож. Может So быть, я maybe, научу вас I немного? will teach you. Please. Давайте. Let's try. Okay. Bashkir language have many Хорошо, давайте similar sounds попробуем. with, В башкирском English, for очень example, много the, похожих звуков с английским. Например, Russians the, say a. В русском «а», а в say башкирском «э», like, как в английском. like in English. Let's Ну, try. попробуем. Haumagad. Yeah, try it. Haumagad. How magagad. Haldaragad nisik. Haldaragad Haldaragad. nisik. Nisik. Great. Здорово, really. отлично. And the last one. How bulagad. How balagad. Great. Great. Надеюсь, I hope I я didn't не just сказал say ничего ужасного. No. Just greeting. Нет, только приветствие и and saying прощание. bye-bye. Really interesting language. Yes, I really. can imagine Какой you on интересный язык. horseback when Я могу you're saying представить things. вас Yeah. скачущим верхом. Brazzaville is the capital of the French Congo. Браззавиль — столица французского Конго, но у вас нет песен на французском языке. Song? Oh, Действительно. Может, Maybe you когда-нибудь? maybe. I mean, Может быть, стоило mostly бы. I Недавно do- я actually, написал I just- песню I на just китайском. recorded a song in Mandarin, Chinese. Chinese. Yeah. Because I only will Потому что record я могу something if I что-нибудь like записать, the если song. мне нравится And песня. I Я had раньше never не heard a слышал Chinese китайских song that песен, made me которые go, заставляли бы меня "Wow, думать: that, you know." «О, круто, But then I надо heard this записать». one, Но когда я услышал really эту, pretty я song, сказал: like «Вау, beautiful да, melody, это очень beautiful chord классная progression. песня. Приятная It was kind of in мелодия, like красивая 6/8, последовательность like kind of аккордов. 6/8 Она time. звучала как песня And I из конца recorded it. 60-х. And it just Только мне didn't все равно sound right. что-то не So I нравилось, just и я ее перезаписал re-recorded в стиле it, 4/4, Браззавиль. kind of И сейчас она more звучит Brazzaville хорошо. feel. And I think it's really nice. We're going to release it. This is the second time for you to be in Ufa this year. Yeah. And Вы уже второй раз в Уфе в этом году и concert. дали третий концерт. because the last time you had 2 concerts and today 1. Yeah, that's Yeah. true. That's true. Why Почему so так often? часто? Well, I mean, it Да, might be a действительно little too часто. often, I'm Но sure. I это mean, я I так love захотел. Ufa, Мне yeah, нравится all the Уфа. time, but this was just 'cause I had, Так получилось, shows in потому что Moscow были and концерты в Екатеринбурге, Москве, Казани, Екатеринбурге, and Казани, Санкт-Петербурге, Калининграде. Kaliningrad. So I was like, well, we'll see if we И я can подумал, throw one ну, in. можно и в Plus, Уфу it's pretty заехать, close. она же недалеко от Казани. Close. So, yeah. И мне And then we had понравилась the идея idea собрать to деньги для try to raise строительства some money хосписа. for this Хорошо, что это в hospice, моих силах. you know, it's always fun to do You stuff know like that that. we already have a plan of its building. We found a place. У нас for уже it, есть so проект этого здания, it was a нашли great, место под него, thing так the что last это очень time, хорошая идея your, отыграть благотворительный for концерт, this потому что это hospice, очень важно для нас. Это charity первый concert, хоспис в нашей because, республике. It's very necessary thing for us because we never had a hospice before in our city. Wow, no, I'm proud. I'm honored to be. Я part of рад it. быть частью этого. What was your dream when you was a little kid? Did you wanted to become a musician or maybe an astronaut? А кем вы мечтали Because стать I в детстве? suppose that it Хотели was стать very, музыкантом или, может быть, popular космонавтом? to be an Тогда, в то astronaut время, это at было that очень time, популярно. no? I remember the first thing I Я wanted помню, to be что was an сначала я мечтал archaeologist. стать Really? археологом. I wanted to like dig. Я хотел dig up откапывать old древние civilizations, цивилизации. you know, and I was always В детстве a real вообще foodie. был большим фантазером. I wanted to, you know, I remember once when Помню, I was- однажды в when I детстве was я young, пытался I tried построить to build a лодку. boat, 'cause we lived, for Мы a жили while, I какое-то lived in время в Canada, Канаде, и and there was наш a river дом right располагался behind our house. прямо у реки. Just literally Практически in во the дворе backyard, a real большая river. река.
Я мечтал, что построю лодку, поплыву по течению, выйду в море и уплыву куда-нибудь далеко. Я достал где-то большую доску, но не знал, как построить. Доска была деревянная, а у меня, конечно, не было никаких навыков в кораблестроении. И продвинуться далеко в этом я не мог. Позднее я хотел стать артистом, поэтом, как бабушка. И я тоже любил писать. В подростковом возрасте я много написал, правда, это было ужасно. Ужасно? Просто отвратительно. Так неловко. В таком возрасте думаешь, что каждая идея необычная, оригинальная, и никто до этого раньше не додумался. Поэтому я думаю, важно понимать, что когда ты занимаешься творчеством, это самое лучшее чувство помимо любви. Ну, или помощи другим, конечно же. Ну или, например, мои микрофоны. Они созданы для тех, кто совсем ничего не смыслит в звукозаписи. Ими легко можно научиться пользоваться, чтобы начать творить. И поэтому я хочу сказать людям, совершайте ошибки, пишите плохие песни, плохие стихи, пойте, не попадая в ноты. Все это важно, все это часть нас. Мы живем в таком обществе, когда люди все выкладывают в Инстаграм. И ты сидишь и не веришь своим глазам. Парень накидал все в одну кучу, и чувство типа «я не могу с этим смириться». И да, в те времена я написал много ужасных стихов и песен. Что-то романтичное? Немного, да. Но в основном скучные философские стихи типа о жизни. Я всегда был одержим космосом, и до сих пор мне это нравится. When you read about Brazzaville in Wikipedia, В Википедии написано, что вы рок-группа, но звучание музыки у вас, оно слишком романтичное. Too romantic to be a rock musician, I suppose. На самом деле я никогда не беспокоился о том, в каком жанре мы играем. Честно говоря, в душе я больше люблю поп-песни. Я люблю хорошую попсу. Это может быть Марвин Гей, Би Джис, неважно. Хорошая песня — это хорошая песня. Если музыка хороша и слова отличные, то неважно, какого она жанра. Главное, чтобы аккорды шли от души. Зачастую, когда я пишу песни, я стараюсь писать попсу. Звучит странно, потому что я на самом деле не знаю, как это делается. It's 8 a.m. The winter sun is weak and it's gray and it's grim. The mud-stained windows don't let a whole lot in. 13 strangers in a rundown yellow van. So the last question is, Скажите, о чем вы мечтаете сейчас? That's an interesting question. Какой хороший вопрос. To be honest, my whole life is... Честно говоря, вся моя жизнь почти как мечта. Но когда я был подростком, у меня не было какого-то радужного будущего. Я рос в неблагополучном месте. Сейчас все, что я делаю, пою ли, занимаюсь дизайном, я реально наслаждаюсь этим. Сейчас я пишу книгу. Я люблю людей, которые любят меня. У меня отличное здоровье, у меня достаточно денег, я живу в прекрасном городе, войны нет. Я летаю по миру, занимаюсь классными вещами, знакомлюсь с прекрасными людьми. Я даже не знаю, как улучшить мою жизнь. Практически благословенное существование.
So, David Arthur Brown from the Brazzaville. Это был Дэвид Браун из группы Бразовиль. Большое вам спасибо за интервью. Интервью с вами — это очень непростая история. Если бы мы были с вами в другом веке, я бы сейчас вызвала вас на дуэль. Не обидно, когда говорят безголосый Элвин Грей? Да ради бога, пускай Ради бога. хоть что говорят. How Bulagad. How Bulaga. Не за интервью спасибо, за ваше сердце.